Салам алейкум. Прежде чем перейти к видео, я бы хотел попросить своих подписчиков и вообще, кто смотрит это видео, подписать и поддержать петицию. Ссылку на петицию я оставлю в комментариях к этому видео и закреплю первым комментарием в комментариях. И досмотрите это видео до конца, и вы поймете, почему надо подписать и почему надо поддержать. Заранее благодарю, кто подписал. Хорошего просмотра. Погнали! Салам алейкум. Добро пожаловать в мой канал Сахатов. И сегодня у нас Анна, наша гостья, активистка, борец за справедливость и против диктатуры. Короче, кошмар диктаторов, скажем так. И Давид из Туркменистана, земляк мой, активист, блогер и борец за свои права. Тоже кошмар диктаторов. Добро пожаловать. И сегодня хотел бы я спросить у вас про ваше мероприятие в ОБСЕ, про ваш митинг, как было, что было и кто организатор, самое главное. И, пожалуйста, начнем, наверное, с Анны, да? Пожалуйста. Берды Мухамедов организатор. Он организовал народные волнения тем, что, значит, устроил в стране такое правонарушение, и даже уже дошло до того, что скрываются стихийные бедствия, поэтому он главный организатор нашего протеста вместе с Путиным. Да, я из России, сразу скажу, я русская. Вот, но я солидарна со всеми угнетаемыми народами, включая россиян, потому что у нас тоже внутренние репрессии и внутренние убийства, и в этом смысле мы не так уж и отличаемся от белорусов и от туркменов. В общем-то, у нас много общего, больше, чем кажется. Сейчас давайте об этом поговорим. Давайте. Давид. Да. Всем привет, друзья. Спасибо, что пригласил. Меня зовут Давид Амаров, 29 лет, родился и вырос, учился в городе Ашхабад. Также жил, работал, служил в армии, общался в других отдаленных городах Туркменистана. Квир плюс ВИЧ положительно. Вольнодумец, выродок, санитар леса, основатель Невидимый Радуг Туркменистан, то есть Invisible Rainbow Туркменистан. Моя деятельность, действия, направленные за право жизни ЛГБТ плюс ВИЧ-позитивных людей в Туркменистане и за его пределами, за отмену уголовного преследования и освобождение осужденных по этой статье. Долбанутые, кровожадные. 133 и 116. 27 апреля в городе Варшава этого года, 2024, мы организовали митинг перед ОБСЕ. Митинг солидарности против диктатуры. 27 апреля, ровно 4 года назад, в городе Шарджоу произошел смертоносный ураган, который эта долбанная власть скрывает от общества, до сих пор, от всех. Лишь бы не попортить свою вот эту вот долбанную репутацию, да. Кроме этого ужаса, в этом митинге было упомянуто, кто погиб и пострадал от урагана в городе Чарджоу в 2020, это было упомянуто еще взрыв. И в Марах. В городе Безмень в 2011 году, и от всех других бедствий во всех других городах стран по вине халатности этих авторитарных властей. Был еще упомянут узник совести, которые погибли в тюрьмах от пыток, люди, которые гибнут за свободу, кто погиб в борьбе с диктаторским режимом чекистской хунтой. За тех, кто убили и преследуют за то, что они другие. Как-то так. В митинге выступали также и представители разных других диаспор, в том числе Марьяна уже сказала. Давид, кое-что хочу я спросить и уточнить, да?
А кто организатор вот этого мероприятия, вот этой? Варшавский альянс постсоветских диссидентов организовал это мероприятие, а Давид его открыл и помог нам провести. Огромное спасибо. Спасибо тебе. И сколько вы там готовились, да? И вы приглашали активистов, да, на это мероприятие? Да, мы приглашали активистов, готовили пост-релиз, пресс-релиз, порядок выступления приблизительный. У нас был еще свободный микрофон, и пришедшие люди смогли, конечно, сказать слово, потому что мы ценим свободу слова. Спасибо. Это, Абсолютно. Еще да. была подготовлена петиция. Да, с петицией все, в общем-то, и началось. Варшавский альянс постсоветских диссидентов. С ним сотрудничаем я, Давид и еще несколько активистов, включая белорусов. Сегодня их с нами, к сожалению, на зуме нет, но мы еще пообщаемся, я думаю, более широким составом. Было бы Вот. хорошо. Некоторые из нас не называют свои персональные данные, как я. Кто-то открыто выступает. Да, абсолютно, да. Но сейчас, но у нас действительно очень много проблем. Очень много, так много, то, что я немножечко даже и побаиваюсь, с чего бы начать. Начать, я думаю, ну, страной правит Чикитка хунта во главе Маниакава. Да. У нас сейчас уродливая диктатура, прикрытым полудохлым, полумертвым телом демократии. Туркменистан одна из самых закрытых стран мира. Примерно, наверное, 30 лет страной правят диктаторы, и целое поколение выросло без понимания, что такое... 32. Давид подправлю. 32. О, Ой, матка. О, матка. 32. 32 года. Я еще узнал новое слово. Я не знаю, можно ли здесь говорить, но ты, наверное, сейчас мне сразу поймешь. Запикаем, не проблема. Миллипидр. Мне это надо было сказать. Прости, это нехорошее слово. Ну ладно, почему нас называют как бы прямо, а мы почему не можем? Да, и страной правит, наверное, 30... Да, поправил, 32. 32 лет уже страну правят диктаторы, и целое поколение выросло без понимания, что вообще такое демократия, свобода слова, свобода самого... Реально, не знают люди, не знают, не понимают, что это такое. Это уродливо. Конечно, власть в стране сделала из людей массу и рабов. И еще у нас много... Еще раз, у нас много, действительно очень много проблем. И вся твоя жизнь, и это все, что в Туркменистане нельзя. Это типа, знаешь, болонок, да? Болонок. Это Туркменистан это не только Ашхабад. Я еще много раз говорил то, что нет, не здесь, а в других местах, то, что Туркменистан это не только Ашхабад, это еще и Ахал, Балкан, Мари, Лебаб, Дашугуз. Ладно, сокращу. Не убийство, не преследование, не унижение должны определять судьбу человека. Пора бы всем нам, и мне в том числе, в первую очередь, научиться и осознать, что такое права человека и свобода. Основа любой власти – это народ, это мы, ребят. Это власть выдумывает коррупционеров, а реальная борьба на самом деле идет с независимым бизнесом. Чтобы только он, это, сука, маниакальное семейство зубного доктора, чекистская хунта, могла ломать, пилить страну и красть, потому что считает это все свое. Красть все, что захочется. Но сейчас... Короче говоря, то, что за эти слова меня сейчас могут очертить, просто вот так вот разорвать, если бы я находился в Туркменистане. Очень жаль, большая... Распяли бы. Да можно прямо вот так сказать, распяли бы. Но изначально бы швабру и сапоги использовали бы не по назначению насчет меня.
А, что еще? Давай вот, пока ты, просто я вот это тоже добавлю, да, вот ты сказал, то, что маниакальная, да, и как бы миллипидер, да, ты, миллипидер. Почему не назвать так? Когда эта власть, она, знаешь, она делает преступление за преступлением. И вот смотри, в Турции умерло 60 человек. Это трагедия. Понимаешь? 60 человек в один день отравились паленой водкой. И в один день 60 человек умерло. Мы просто кричали во всех каналах, во всем Ютубе, везде, в газетах. Даже Турция кричала, что 60 туркменов умерло, понимаешь? И мы просили, в то время была пандемия, заберите. Они не забрали. Бюзмеин. Это преступление, то, что вот эти 60 человек умерло, и они даже не сообщили, и не сказали по новостям, и не забрали. Бюзмеин. Представь себе, э, есть такой склад с оружием, да, с этими, с боеголовками, да, он взорвался, одно село, да, вот это, одно село, оно ушло, понимаешь, садик, один большой садик с детьми вместе, да, просто-напросто его не стало, понимаете? Алишер, Вот так сравнилось с землей. Я был в прости, Туркменистане в то время. прости, Да. прости, пожалуйста, что перебил. Я очень хорошо помню. Это я еще подрабатывал в каникулах в городе, это селение Горджав. Я с самого начала знаю, помню и ощущения, какие там были. Я помню еще Гунёшли, я помню еще те большие огромные машины, которые Хова называется. Люди на него прыгали и в сторону Гёктепе мчались. Еще снаряд, самое галимое, то, что было, ты не видишь, куда летит снаряд этот долбанный. И ты не знаешь, куда попадет, понимаешь? Ты не Да, знаешь, тебе попадет или нет. Прилетит или нет, блин. а вот эта волна тебя просто вот у тебя Накрыл. все трясется, вот трясется, ты чувствуешь, тебя отталкивает. А снаряд потом ночью, она до сих пор и ночью тоже продолжалась. Вот эта вот гора Копетдага, Копетаг, кажется, да, вот, а там вот это вот огоньки, блядь. А потом через 2 дня этих вот в автомобилях больших военных, там и солдатики, и спрашивают у людей, а куда попал вот этот снаряд, не покажете ли вы? Да, да. Это смотри, и опять-таки, э, они что сделали? Давай вот это тоже скажу. Я в коммунальном работал, да, грузчиком. И они, вот наши все вот эти я сам чажовский, да, они вот эти машины все мусоровозы отправили в Ашхабад. И что они сделали? Они трупы в этих машинах, в этих, в этих мусоровозах, они забирали, понимаете, перевозили. И вот знаете, они что сделали? Кто пострадал? Вот просто-напросто ничто, ничто не сделали. А у кого дом ушел, да, пострадал, у кого ноги, руки держат, дали купили билет в Турцию. Блин, представьте себе, это целое государство, блин. Дали билет, купили билет и сказали, езжай в Турцию, работай там, и мы тебе поможем. Короче, ты вот то, что потерял, вот сам своими руками, ногами, вот тебе билет, возьми и восстанавливай. Это государство наше сделало, понимаете? Всем им просто дали билет в Турцию. Понимаете? Это преступление.
И вот это последнее, то, что это было, вот это ураган, я сам с Чаржова, понимаете, сколько детей просто-напросто ушло. Они не отменили школу. Это преступление. У нас метеорологическая станция должна быть. Почему они не оповестили людей? Люди бы подготовились бы, понимаете, к этому. Не отправили бы детей. Просто на улицу бы не отправили. Если оповестили бы, они этого не сделали. Они тупо сказали: умирайте. Понимаете? Просто умирайте. И после всего, вот в один день был ураган, на завтрашний день крыш нету у людей. Был ливень. Ливень. Понимаете? И куда им уйти? Куда им спрятаться без крыши? Куда? Я помню, как люди, женщины, дети плакали, блин. Понимаете, в Марах, в Чарзове. Здесь, в Турции, они там не оповестили. И, понимаете, сети нету. Знают то, что был ураган, а ты не можешь связаться. Как ты хочешь, вот, что у них, кто умер у них. Они не могут просто вот тупо связаться со своими, понимаете? И это большая трагедия была. И честно, да, вот, Давид, ты милли пидор говоришь, да? Я могу больше, понимаешь, вот сейчас эмоции, да, у меня. Я могу и пожестче сказать, ну, он заслуживает этого, понимаешь? Да. Он Мягко. заслуживает даже большего. И люди брали под проценты, чтобы закрыть крышу. Понимаете? Блин, просто давай передам слово, да? Это преступление. Это было преступление. Ну, да. Это называется государственное преступление, когда дело касается репрессий волонтеров, когда речь идет о волонтерах, которые помогают городу, и репрессии против них, это еще и государственный террор. То есть эти люди, они названы, скорее всего, у вас тоже, как и в странах России и Беларуси, они называются террористами. Очень Да. часто это под внутренний терроризм. Но вот видите, сколько у нас общего. Это очень долгий разговор по поводу общих, даже с Россией, да, сейчас. Россия воспринимается за страну-агрессора, как вы все знаете, но я бы сказала, что это путинская власть и те, кто ее поддерживают, агрессоры, не вся Россия. Но это тоже отдельный долгий разговор. Короче, у нас есть репрессии, у нас есть вот эти террористы, с которыми равняют тоже волонтеров. Это тоже большой отдельный разговор, да. И это государственное преступление. И террористы называют террористами, значит, настоящие террористы называют террористами хороших людей доброй воли, альтруистов. И сажают их в тюрьму, пытают их там. То есть это за всякой гранью добра и зла, насколько я могу видеть. У меня просто есть еще опыт взаимодействия с... Я жила в Беларуси, в общем, поэтому на мне белорусский флаг тоже на митинге, хотя я россиянка. И я, конечно, не профессиональный политик, но у меня довольно много практического опыта вот, мирного сопротивления, а именно мирного. Диктаторы боятся даже такого сопротивления, как мы сейчас видим. Поэтому оно имеет смысл, хотя бы только поэтому оно имеет смысл. Это тоже отдельный долгий разговор. Вот, Почему я на стороне мирного протеста, но я не возражаю против людей, которые другие методы какие-то применяют. В общем, я к чему это все начала говорить? У нас мы еще на митинге подняли тему, немножко начали поднимать тему того, что мы все в одной лодке, все, значит, вольнодумцы постсоветского пространства.
которое заражено диктатурой, я имею в виду. Да. И мы будем общаться с людьми уже еще живы и даже еще не сильно состарились активисты, которые боролись с диктатурой Советского Союза в Польше, в Литве и Латвии. Мы будем меняться опытом, сопротивляться вместе. Видимо, диктаторы начали немножко это понимать, потому что на митинге нас снимали на камеру, за нами была замечена слежка. Я хочу сказать, что если кто-нибудь из нас исчезнет или пострадает, во-первых, все ответят, мы приложим все усилия, во-вторых, мы не боимся, в-третьих, на его месте возникнет 10 таких же людей, Да. и останавливаться мы не собираемся. Никто не испугался. Да, Вот. соглашусь с тобой. Вот, Давид, ты правильно подметил, да, то, что когда зачитывал, да, людоедская власть. Вот. То правда? То правда. У меня еще есть и обращение. Можно обращение здесь? Насчет блокировки сайтов вообще всего, и даже то, что вы сейчас, ну, допустим, например, мы здесь пользуемся всеми приложениями, там у нас все заблокировано. Сейчас у меня обращение. Обращение к специалистам информационных технологий. Это вам, это камушек, наверное, не камушек, а какой дылда такое большое. Вы не глупые. Ребят, вы просто иногда вы жадны и немножечко бессовестные. Учтите, вы учите работников правительства Туркменистана блокировать, следить и так далее. Очень много. Там вы очень много чего делаете. Не буду сейчас перечислять. И даже некоторые, вы даже не брезгуете на них работать. Да? Делая это, вы тем самым поддерживаете преступления, и геноцид я бы назвал так. Реально, например, геноцид правительства против нас, людей. Люди — это мы. Вы против нас. Это обращение. То, что людоедская власть, это да, это правда так. И еще маленькое замечание, то, что я своим ребятам обращаюсь к квир, положительным и так далее, да. Ребят, если люди, обычные люди, не получат свободу, нам не видать жизни. Нам не видать жизни. В стране, что еще? В стране автократия, тоталитарная диктатура. И эта людоедская власть, как я уже говорил, считает, что только им принадлежит государственный бюджет. И ресурсы. И считать, что они ни перед кем не должны отчитываться. Эта власть отвергает все легальные, нелегальные методы высказывания народного недовольства. Попробуй просто пикнуть, и тебя сразу же... есть в стране, как сказать, вольнодумцы. Активисты, вольнодумцы и все так далее, да, есть. Но их сразу же отрывают голову. А есть за пределами, есть единичные люди, допустим, к примеру, ты и еще много людей, да, но их исчезающе мало. То есть они не множатся, а их мало-мало. То, что кто занимается этим, не называйте, пожалуйста, активизм, это ресурс эмоционально, это ресурс, ну, понимаете, энергии, затрат, это очень нелегко. Попробуйте сейчас вот здесь, в чужой, другой стране, как бы жить, заниматься деятельностью, выживать, это очень сложно. Ладно, избивают и пытают людей за то, что люди вышли на улицу или хотя бы попытались это сделать. Они отвергают это правительство любую критику. Людей сразу ни за что. Просто так. Закон просто отменен, его нет. Закон только есть, если этому власти ему удобно. Это просто инструмент. Ну и хочется сказать, только мне одному, я там говорил, мне одному пидору есть дело до свободы Туркменистана. Остальным не запрещено.
Еще два плаката было у тебя, да? Да, Это первый плакат был, давай я зачитаю его, и там было написано «Охуеть, теперь я что, террорист?» Это что? Почему ты так написал? Очень интересно. да. Это было на самом деле, ты можешь это выразить, это была солидарность, когда приняли законодательство в России насчет квир ЛГБТ считать теперь экстремистами. И я был солидарен с ними, с ребятами, потому что а, то, что все-таки недавно эти ребята столкнулись с новой реальностью ужасной, да, у нас в Туркменистане живут десятилетиями так. И я так охуенно понимаю ваше сейчас состояние. Это было вот такое вот. Я еще немножко другое еще было у меня фотография. Но это другое. Есть там еще было и другие. Это все мои, их только часть. Я большинство не взял, подумал то, что этого и хватит. Там было спасибо вам, Султана Чилова. Да, и вот этот плакат тоже был, да. Да, я первый раз в жизни познакомился с ней очень недавно, я очень сожалею об этом. Просто не было перевода никакого. Она говорила только на туркменском языке, мне очень трудно. Там было, я заметил субтитры. То, что она говорила, это просто... И то, что в каком она состоянии это делал, это просто уважение. Это диктатура, вот ты говоришь же, ей сейчас сколько лет? За 60, кажется, уже. За Ее 60. бьют, знаешь. Абсолютно верно, абсолютно. Еще Понимаешь, начало... это один журналист в Туркменистане, который может сказать правду. И ей за 60, она женщина. И я полностью поддерживаю то, что ты сказал, людоедская власть. Понимаешь? Это Туркменистан, это ад. Ад. Не только для квировых или ВИЧ, это для всех. Это такой ад, пекло. Это не страна, она не свободна. Это людоедская власть. Вот смотри, вот Анна, вот ты сказала так, то, что ОБСЕ должна надавить на Туркменистан, и чтобы она признала вот эту трагедию с ураганом, и чтобы была компенсация пострадавшим, и чтобы они ответили перед своим народом, как я понял, да? Ага. И Это тема петиции. На самом деле мы просим ОБСЕ. Вот, но я сказала, считаю, что должно. Это мое мнение. Надавить на власти Туркменистана. Но в петиции мы вежливо просим ОБСЕ, так как Туркменистан является частью этой организации. Во-первых, признать 27 апреля днем траура, во-вторых, выплатить компенсации, открыть статистику всех пострадавших и погибших, отчитаться о восстановлении города, освободить всех узников совести, которых схватили за помощь городу, за волонтерскую помощь городу во время урагана, и всех остальных узников совести тоже, потому что мы не должны о них забывать. Узники совести более живы, свободны и более хорошо себя чувствуют, когда мы о них помним. Они об этом, во-первых, слышат и подбадриваются, во-вторых, власть слышит, что мы их не бросили и боится что-то им сделать. Это отдельная большая тема про политических заключенных. Все уже слышали про убийство. Скорее всего, это было убийство все-таки, да, Навального, либо доведение до смерти, потому что, ну, все понимают, не будь он в тюрьме, он бы был живой и здоровый, абсолютно точно. Это все пыточные условия, либо прямое убийство, мы пока этого не узнаем, потом все откроется.
Ну, Эта власть все равно временно, она все равно падет. Все диктатуры падают рано или поздно, так или иначе. Все, абсолютно все диктатуры падают. Если говорить про роль путинской диктатуры, она, конечно, влияет и на Беларусь, и на Туркменистан, но это отдельный большой разговор. Я думаю, это наша не последняя встреча. Будем, да, обс- да. будем обсуждать. Просто смотри, здесь вот надо подчеркнуть, да, вот это вот, я чуть-чуть в деталях скажу, то, что волонтеров поймали, да, их посадили, кого на 15 суток, кого избили эти полицейские. Если в деталях, я в то время открывал прямые эфиры и общались с народом, да, вот больше 100 человек приходили в мой эфир. И в то время у нас была вот эта вот АДХ. У нас было движение АДХ. И я вам так скажу, Ташаус, наш Ташаус. Оттуда люди, у кого что есть, они просто взяли и в одну машину загрузили, у кого что есть, понимаешь, продукты питания, медикаменты у кого, кто матрас, кто постель, все в одну машину и их задерживает, вот это властные эти поганоносцы, и отбирает все. Понимаешь, это как, блин, вот когда говоришь, это не то, что глупо, да, вот это реально терроризм. Они терроризируют, да, вот, они отняли все, посадили их и сказали, вы не поможете. И сами не помогли. Понимаешь, вот если в деталях вот так взять и сказать, это получается вот так. То, что этих людей, этих волонтеров, этих э, те, которые хотели помочь, понимаешь, они тоже имеют туркменский паспорт. Они не с Узбекистана, они не с Казахстана, они с Туркменистана, понимаешь? И они имеют право помочь. Блин, просто имеют право, да? Это право отняли, избили, посадили и сами не помогли. Понимаешь, вот это дико. Это вот, я не знаю, вот опять такие эмоции, да, у меня вот хлещут. Хочется так вот сказать, да, все. Ну ладно, ну просто имейте в виду, если в деталях, это вот так. Они терроризируют свой народ. Я Вот это знаю, власть. у нас в России во время коронавируса были врачи-волонтеры, независимый профсоюз, которые привозили нормальные респираторы, расходники в больницы. С ними сделали все то же самое. Типа у больниц все есть, потому что власть такая хорошая. Вот мало кто знает, что в России это происходит и происходило, потому что уже тоже, несмотря на то, что еще не закрыли пока все тотально, но уже тоже свобода слова уничтожена. Они более мягко закрывают СМИ, но они делают это довольно умно, так что об этих проблемах действительно не слышно ни звука. У нас вот Орск недавно затопило, еще не дошло до того, что само затопление, сам факт затопления можно скрыть, пока нельзя, но я думаю, что к этому идет. Ну и там, да, там халатность властей, все вот эти вещи, все это происходит. Хочется Один сказать, вопрос. Давай. И потом к тебе вопрос у меня, Давид. да, я просто хотел добавить там крысы, это самое. Да. Короче, это сделали. Как это будет? Не крысы, а бобры отгрызли вот это, да? А, Бобры виноваты, то, что дамба, черт, рухнула, и больше 100 тысяч человек страдает, даже, может, и миллионы, понимаешь? Если вот так всех рассчитать. Вот смотри, Давид,
один такой вопрос, да, вот Анна говорит, да, то, что у них, да, это диктатура, путинская диктатура, она очень жесткая, она очень такая, ну, сосет кровь у своего народа. Но ты согласишься со мной, да, то, что в Туркменистане похлеще, похуже. Еще туда добавить соус культуры, олицетворение культуры, традиции наши, ты сам понимаешь, наши, да? Да. И это просто, я же не просто так говорю, ад. Это ад, очень, да, я соглашусь с твоими словами, я соглашусь. Конечно, хуже. Безусловно, хуже. И в Беларуси Да, хуже, да, чем в да. России, в Туркменистане хуже, чем в Беларуси. Но если посмотреть на это дело, скажем так, в динамике, то мы движемся в сторону Туркменистана. Не дай Мгм. Аллах. Не дай Аллах. Вот Просто-напросто. я еще немножечко объясню. Человек каким-то образом, каким-то чудом попадает студенческой визой для учиться. Он попадает даже в Белоруссию, он попадает в Россию. Для этого человека это свобода. Ты представляешь, до такой уровень людей. Вот свобода. Они ощущают свободу в России и Белоруссии. Потом начинают протестовать, и их из России насильственно вывозят. И ощущение заканчивается. Это я Да, А вот, про да, случай с Меликберделом и Радовым. вот, абсолютно. вот этот случай, смотри, столько тысяч, столько тысяч студентов учатся, да, в России. Этот парень, он единственный, он единственный взял плакат, сказал, вы делаете геноцид, вы не конвертируете деньги студентам, понимаешь, и просто не отправляет оттуда, понимаешь, смешные там $30, $20 отправляет. Студент как там должен выживать? И он единственный был, вышел с плакатом и сказал вот это в лицо диктатуре, понимаешь? Ну да, в И, России стипендии не на уровне, стипендии на выживание тоже не хватит. да, да. То есть тоже не хватит, то есть вместе с 20 там долларами, да, И, и эти студенты идут учиться, да, а они потом что делают, знаешь? Они бросают учебу, идут на стройку работать. И после вот этого всего, ну, взятка все равно есть. В постсоветских странах есть вот эта взятка, да? Они как-то берут вот этот диплом и едут в Туркменистан, становятся врачами и убивают, когда ты идешь с сердцем, да, у меня болит сердце, они тебе вырезают аппендицит, понимаешь? Еще тебе поправочка, пожалуйста, прости меня. Боги видят и простят меня. А сейчас я вам еще открою секрет. В этом аду ВИЧ и СПИД есть. Она есть, но каким-то долбанным, каким-то уставом в голове этого они информацию не дают. Допустим, это много было у меня инцидентов. Допустим, мне надо делать операцию. Я ВИЧ-инфицированный. Ты приходишь, даже мраморные, вот эти вот долбанные новые здания, приходишь и говоришь, мне надо делать операцию. Хорошо, окей, давай сдадим кровушку, а там выясняется, что ты ВИЧ положительно. Тебе потом отказывают. Почему? Потому что ты уже не второсортный, не третьесортный, а четырехсортный какой-то чувак. И потом только за плату, за карман доктору, тебе незаконно делают на свой страх и риск очень много проблем. Очень много проблем. Мы просто застрянем сегодня на несколько часов, если только обсуждать. Ну, хотелось бы решение. Решение есть, но я тебя, пожалуйста, перебил, прости. Говори. Никаких проблем. И понимаешь, Анна, вот это наша вот эта вот туркменская, да, вот диктатура,
она не имеет аналогов. Есть Северная Корея и есть Туркменистан. И на сегодняшний день я уверен, сам Рамзан Кадыров э, берет уроки у Бердымухамедова, понимаешь? И Путин, Они друг у друга учатся. да. И И Путин вообще помогает подавлять протесты, что в Беларуси, что даже в том же Иране и какую, Казахстане. я забыла, в Казахстан ДКБ у нас пришло. Да-да-да. М, В да, Казахстане. они И что? пришли, перестреляли, да? Да, да, Р- да, р- но я могу так говорить, что кажется, что у меня безразличный тон, я просто уже могу шутить, потому что нужно как-то разрядить обстановку, а у меня Обстановка, да. просто уже эмоций не хватает на это все дело. а, Надо настраиваться на борьбу вот долгую. Да, иногда это рушится внезапно, как Берлинская стена пала, никто не ожидал, что она падет в этот момент. Но в любом случае лучше на это не рассчитывать, а готовиться к сопротивлению в долгую этому всему, ну и с обменным опытом, потому что они между собой опытом меняются очень активно. Я видела, как российские СМИ приехали в Минск, как они заменили бастующие белорусские СМИ быстренько, все там порешали, чтобы телевизор у них остался в руках. Значит, приехала туда Russia Today, заменила бастующих журналистов белорусского телевидения и начала гнать пропаганду там. В общем, они очень активно меняются опытом, поэтому мы с вами тоже должны это делать, меняться опытом сопротивления. И Соглашусь. вместе думать, вырабатывать какие-то стратегии сопротивления именно государственным преступлениям, именно государственному беспределу. То есть это, как они скажут, это не мы готовим конституционные перевороты, а это они сделали конституционные перевороты в наших странах, а мы этому сопротивляем. Вот так. Да, соглашусь. 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 Но еще, наверное, я вспомнил Северную Корею. Я просто посмотрел их новость, как они показывают. Блин, посмотрите и сделайте сверху. И даже говор, манера передачи в эпоху счастья и могущества, они так похожи, господи, это так... Ладно. Олицетворение Вот даже традиций. вот это, да? Да, да. У нас скоро начнется. Ой, вот это. Это стало... Да. В последнее время это стало модным, как-то в официальных международных площадках наши официальные представители очень часто используют, знаете, типа смотрят и даже не стыдятся вот вранье, вот это вот, как они отчитываются, какой-то вопрос каверзно задают, они прикрывают свое убийство, угнетение людей. Но хотелось бы напомнить этим людям то, что они, наверное, забыли, что трусость, слепота, кланство, притворство, убийство слабых, своих подчиненных, да, унижение, ручка и блокнот, вот это вот слепая вера диктатуры, некоторые они реально верят. Они реально верят в это. Моя хата с краю, унижение своих людей не есть нормально. Это не есть культура и традиция, которую они сами тоже топят за это. Это кормушка. Ну, Это кормушка. Понимаешь? я бы еще интеллектуальным элитам бы говорил, не надо нам как-то по-новому рассматривать или реформацию власти. Этого не надо. Нам вот эта чекистская хунта не надо. Уйдите. И вот это их организация из 3 букв. Не ФСБ, а МНБ или как там, Да-да, ну, МХМ, Министерство национальной безопасности, да, МНБ, да, на русском. военщины. И вы это, военщины, не надо. Уйдите, все по-новому, дайте свободу, Нам давайте. надо все переформатировать, конечно. Очень много
именно репрессивных подразделений. У вас, наверное, одно МНБ в Беларуси, есть там КГБ, а есть ГУБОПИК. Какие-то, в общем, у них ответвления лишние образовались, которые только направлены на то, чтобы подавлять активистов и протестующих людей, и называть террористами все, что неправильно дышит и не нравится власти. У нас это в России центр их еще называют эшники, ЦПЭ. То есть у нас есть ФСБ, есть ЦПЭ, есть еще какие-то подразделения, я их не помню по аббревиатурам, которые чисто на подавление мирных причем протестов нацелены. Ну и не мирных тоже, на самом деле. Да, это ужасно, конечно. Есть ОМОН, конечно, отряд милиции, что там специального назначения. Смотри, здесь вот такая различие тоже есть, да? Наша диктатура, она тупая. И Добавлю, в одно время тупой, как она массовый жестокая. Да. Она просто жестокая, она карает. Давай сравним, да, вот, чтоб ты тоже вот примерно, да, картину поняла. Рамзан Кадыров что делает? Когда кто-то там открывает рот за рубежом, да, а здесь страдают его близкие, родные, мать, отец, родные, да. В Туркменистане просто знакомый тоже страдает. Просто тот, который тебя знает. Или же сосед, понимаешь? Мгм. Вот, чтоб ты понимала. И они максимально, кто тебе близок, они идут и мучают их, и те твои родные звонят тебе, говорят, все, перестань, не делай, хватит, не делай, они нас мучают, понимаешь? Если это ему Ну, удастся сделать. Да, и и знаю. я знаешь, что сделал? Вот чисто я, да, вот я активист, блогер, да, и отстаиваю свои права и права своих граждан, да, и просто делаю разницу, да, и смотри, я просто в голове всех закопал, своих родных. Почему? Потому что я знаю, на что способна эта диктатура, понимаешь? И да, больно, и как ты сказала, да, как-то могу вот так сказать, но на то есть причины. Я просто оборвал связь с Туркменистаном и все. Со своими родными. Все, никого нету у меня, понимаешь? Да, Представь это себе. большая жертва. Спасибо тебе большое, что ты вот так сопротивляешься и говоришь смело от своего имени. Если взять, Да. например, меня и подобных мне людей, мы скрываемся, потому что пока не хотим такие проблемы, но за себя могу сказать, если они меня раскроют, я не буду останавливаться. Я продолжу говорить, бороться. Просто И лицо открыть можно успеть всегда, пока я буду закрытой. да, я тоже когда-то был закрытым лицом. Ну, в то время меня Алиханом называли, да? Меня Алишер зовут. Мгм. Алиханом называли. И потом в один день я сказал, вот честно сказать, да, ну, ни в коем случае тебе или кому-то э, что-то не хочу предъявлять или что-то сказать или как-то. Нет, просто был такой переломный момент у меня, когда я прям у меня вот здесь закипело, сказал, или я это сделаю, и это у тебя тоже будет, или я буду вот это вот делать вот так, или же все равно раскроют, да, и когда приеду в Туркменистан, все равно меня в любом случае возьмут, понимаешь? Я начал открыто. Государственная политика Туркменистана — это политика страха и репрессий. Она не только не поддерживает никого, она просто... Это значит, это власть жестокая, это власть убийцы слабых, это власть диктат, это власть, где даже любая самостоятельная мысль или действие всегда становится предметом репрессий и наказания. Это касается абсолютно всех. Боже, это
Это власть, которая уничтожает, еще раз. Она не создает, она бесплотна. Это, знаете, это диктат, это э, как динозавр, она бесплотна. Она тупая, как рога носорога. Э, Ну, ну, что еще? Насчет школы и университетов, да, это тоже очень важно. А, Но это лагеря, где учат рабству и ненависти. Я больше не добавлю ничего, потому что это надолго. Спасибо. Спасибо лично тебе за твою борьбу, за твою деятельность, за твою работу м, и силушки нам. Могу я все-таки добавить про один из активистов, который пришел к нам и провел прямую трансляцию, за что ему спасибо, это Сердар. Сердар Хаджинепесов его зовут. Он очень много говорил о своем, и никто не возражал из нас, потому что мы за свободу слова. И мы поблагодарили его за участие, за трансляцию, за помощь в освещении митинга. Потом произошла непонятная вещь. У него есть его единомышленник, соратник, я не знаю, как это Керим, назвать, Керим, какой-то Керим, Керим Исмаилов. Керим Да-да-да-да. Исмаилов. У Керима Исмаилова есть канал, где он часто ругает других оппозиционеров. Сердар репостит его видео, Керим репостит видео с Сердаром. И вот на канале Керима появилось видео о том, что Сердар организовал и провел этот наш митинг. Меня это Организ... возмутило. Меня это Секунду. возмутило. Организовал этот митинг. Да, да. А? В заголовке наш брат Сердар провел митинг в Варшаве. Провел, то есть он является в этом смысле организатором, по мнению Керима. Я писала комментарии о том, что это не так. Комментарии были гневные. Керим эти комментарии скрывает от людских глаз, от посторонних. Ролик до сих пор стоит, Сердар не возражает на это. Хотя на канале самого Сердара все показано объективно. И он благодарил Давида за организацию. Но на канале Керима стоит совсем другая версия. Я не знаю, что это за некрасивое поведение. И, в общем, Это, понимаешь? мы против вступать в конфликты или дрязги. Мы должны бороться с режимом, а не друг с другом, не с другими оппозиционерами. Но когда кто-то присваивает себе чужую заслугу, лучше все-таки не молчать, иначе нам на шею сядут. Поэтому я здесь этот момент обозначаю. И хочу призвать всех бороться с режимом, а не друг с другом, и не делать друг другу гадости. Анна, я с тобой полностью согласен. И да, я это видео видел, и я тебе вот так могу сказать, да, есть такая маленькая борьба, и эта борьба называется хайп. И понимаешь, э, он делает видео, вообще его канал для меня, вот этого Керима, да, честно сказать, это просто мусорный бачок для меня. И я с ним просто, как тебе сказать, я его не вижу. Для меня он ничто и никто. Он был ничто и остается ничто. Этого человека все активисты скинулись на его билет. Все сделали, чтобы он поехал в Польшу, в ОБСЕ, и он там остался, и теперь начал гнать все против всех говорить, понимаешь?
Давайте я скажу, у нас в российской оппозиции тоже есть такие фрики, чтобы туркмены не расстраивались. Это, к сожалению, явление нередкое. И у Беларуси тоже есть, потому что я знакома с белорусской оппозицией. Но я думаю, что люди доброй воли все равно поймут, кто есть кто, и не будут слушать грязные слухи и сплетни, сделав свои разумные выводы. Поэтому давайте просто продолжать совместно бороться, не обращая Никаких внимания. проблем. А так, вот это тоже скажу, никому не в обиду, да, Давид, извини, Анна, извини. Просто Сердар Ходжанепесов, и мы с ним тоже прямые эфиры были, да, но если так сказать, я просто полицейским, вот это, давай скажем прямо, да, я ментам не верю. Мой жизненный опыт просто, просто мне показал, что не верь ментам, не бывает бывших ментов, и все. Вот просто я его не уважаю, потому что у него была такая профессия, когда что-то случалось, а они забирали меня, понимаешь. Был плохой опыт с ними, и я им не верю. И Сердару Ходжаняпесову я всегда в лицо вот это говорю. Так что давай переключимся, черт вот это все. Спасибо тебе, Анна, за то, что ты присоединилась и поддержала наших активистов. Я полностью согласен с тобой, то, что надо обмениваться опытом, как эти диктаторы. И благодарю тебя, то, что ты поддержала наших там в ОБСЕ на этом мероприятии, на этом протесте. И спасибо тебе, Давид, то, что ты организовал вот это все и показал, Э, показал то, что ты реально борешься, да, вот, и как надо бороться. Вот, спасибо тебе, да. И что хочу сказать, это я не думаю, то, что это будет последний протест, это же последнее такое мероприятие. И, иншаллах, в этот раз и я тоже подключусь с прямым эфиром, иншаллах. Будем еще больше и будем освещать вот эти все беспределы Туркменистана. И я благодарю вас и все. Вот честно, от души. И спасибо то, что вы пришли на мой вот этот маленький канал Сахатов и осветили мой канал своим присутствием. Спасибо вам. Да, большое спасибо. Мы всегда рады поговорить на эти темы. Спасибо, что дали слово. Отказываюсь Спасибо. быть в бедламе нелюдей, отказываюсь жить с волками площадей, отказываюсь выть с акулами равнин, отказываюсь плыть по течению вниз. Не надо мне уж ни ушных, ни вещих глаз. На твой безумный мир ответ один. Отказ. Уебнись, блядь, уже. Друзья, друзья и недруги, хотел сказать. Ладно. Друзья, пожалуйста, подпишите петицию. Это очень важно для нас и для всех нас. Дальше петиция будет очень легко. Там просто буквально 2 минуты. Там не на, если хотите, можно сделать это анонимно. Это будет большим плюсом в вашей карме. Ссылка на петицию будет... У меня под этим видео в описании и канал Давида тоже подпишитесь, это тоже будет в описании. И спасибо вам, то, что вы досмотрели видео до конца. Пишите свое мнение и подписывайтесь на мой канал и на канал Давида. Это мы только старт наш, мы только начали. И благодарю всем за внимание. До новых встреч. Пока-пока.